Друзья, здравствуйте. Может, кто-то помнит, когда Александр Габышев шел, с ним шла белая собака. Вот, эта собака у нас находится. И тут с ней приключилась недавно беда такая. Мы смотрим, она как-то скулит, когда садится. И встает, он очень так жалобно скулит. Его никто не трогает, он скулит. И мы решили повезти в ветеринарную клинику на осмотр, рентген полностью сделали. И в позвоночнике на рентгене нашли маленькую пульку от пневматики. Такое маленькое ружье. Короче, не суть важно. Вот, весь город вчера объездили. Все ветклиники, во многих отказывались его брать на операцию из-за сложности. То, что пулька застряла межпозвонковым диском, и малейшая ошибка может привести к параличу собаки. И оставлять ее нельзя. То есть она может дальше проникнуть, и его точно парализует. Возможно, с худшими гораздо последствиями. Мне очень жалко белого, когда он так начинает скулить, вопить. И мне очень хочется ему помочь. Он такой грустный, когда мы его привели в ветклинику. Думал, что сейчас с ним будут делать. В итоге все нормально. Завтра мы снова поедем в ветеринарную клинику на осмотр его и назначение операции. Надеюсь, все будет с ним хорошо. Ему помогут. А тот, кто стреляет в собак, я пожелаю тебе такой же участи, чтобы ты долго ходил и радовался. Больше я тебе ничего не могу пожелать. Кстати, это не первый случай в городе Якутске, когда в ветклинику привозят собак с пулевыми ранениями от пневматики. Случаев 10, наверное, уже за последнее время. Белый как будто знает, что с ним сейчас будет происходить, и просит у меня защиты. К наркозу. Это сердечно-сосудистая система, для дыхания, кровоостанавливающая. Да, больно ему. Еще один укол. Молодец. Все. 12 минут ждем. Там произойдет. Если честно, я больше за него переживаю, чем он сейчас в данный момент. Я не знаю, как пройдет операция. Ну, очень страшно, капец. Волнует больше, чем белый.
да? На первом снимке видно, значит, видно не только инородное тело видно, но также видны спондилезные изменения дисков. Значит, если вот так вот приблизить, видите, вот они, раз изменения, два, три, четыре, здесь более-менее, но тут тоже есть изменения уже дисков. 5, 6, 7, почти по всему позвоночному столбу идут изменения. Пулька лежала на самом деле, она лежала над корешком, и при воздействии, когда он садился, ему может быть от этого больно, конечно же. Там есть дырочка входная, она визуализируется прям, что был, ну как она туда проникла, вот, по догоняющей собаку. Край острый, на пульку же вам надали. Да, она могла при воздействии, когда он изгибается, но вот эти изменения дисков, они также могут воздействовать на корешки. Здесь наша диагностика в виде миелографии в дальнейшем, если боль будет, да, вот он приседает и орет, но это спустя, может быть, до 2 недель эта боль, пока это все не заживет, потому что мы корешок-то тоже трогали. Его не отрезали, мы его трогали, мы воздействовали на него. А если спустя 2 недели собака также у вас орет, здесь проведение только лишь МРТ. Понимаете? Чтобы посмотреть мягкие ткани и посмотреть, как лежат эти корешки вот в этих участках. То есть это можно вот исправить? Это может быть вообще другой участок, понимаете? Вот эта боль, да, но она может быть еще в других местах, где есть спондилезные изменения. Вот так вот. Тогда... У меня самого проведение МРТ. МРТ у нас ближайшая только Новосибирск. Потому что надеемся, что первая причина вот его боли, это все-таки это инородное тело. Так как с анамнеза вы рассказываете, что его чик, вы лечили как просто рану, а потом пришла боль. Да, пулька лежала именно там. Ну вот мы и думаем, что из-за боли. Вот. Я предупреждаю вас, чтобы вы потом в дальнейшем не сказали, врач, вы что там, ну, достали, а боль-то есть. Потому что по рентген-отпечатку, это же одна проекция, отпечаток просто. Визуализация изменений дисков в других участках. А это также может быть воздействие на корешки. Неврологического дефицита у собаки нет, значит, спинной мозг у него хороший. А вот эта боль при движении, это корешковая боль. Надеюсь, что это пулька. Сейчас все зарастет, и чтобы он у вас не тявкал, не гавкал. Хорошо. Это больно слушать. Вот такая пулька была в спине у белого. То есть, видите, она деформирована полностью. То есть носик деформирован. И вот такая вот на шее. Завтра на перевязку. Операция успешно прошла. Вот он. Вот он, да. Вот он ластится. Лежать не хочет. Покушал. Вот в 10 часов врач сказал покушать. Вот мы покушали, довольные. Спать не хотим, лежать не хотим. Хочет гулять, хочет на улицу. О, машет хвостиком. Да, он улыбается. Ну-ка, улыбнись, улыбается. Вот. Здравствуйте, друзья. Вот наш белый. Такой шовчик у него на спине.
То есть он ходит, кушает он замечательно после операции. Сейчас привстает, не так уже сильно скулит. Ночью он поскуливал сильно так. Ему, видимо, больно, то что швы зарастать начинают. То есть встает он не резко, так плавно. Всех хочу поблагодарить за помощь. Спасибо, то, что помогли Белому. Мы очень признательны вам. Спасибо вам огромное. Видите, вот взгляните в его добрые глаза. Белый. Спасибо вам сказал.